Ребят, я хочу рассказать вам одну историю. В Токмаке некого Мирбека приговорили к 4 годам. Нам кажется, что нас, нормальных людей, это явление не касается. Но на самом деле эти люди, которые похищают совершенно незнакомых им девушек, или точнее сказать девочек, они ведь ходят среди нас. И это очень страшно. По данным ООН, в Кыргызстане каждый час умыкают девушки для вступления в брак. Сколько это в цифрах? Говорят, что от 10 до 15 тысяч в год. А знаете, сколько обращаются в милицию? 1 из 360. Итого за последние 5 лет правоохранительные органы зарегистрировали 895 сообщений. И за весь 2017 год только 1 человек был осужден на реальный тюремный срок, и то всего 5 лет. Почему так? Причин на самом деле много, но отсутствия реального решения нет. До 2012 года наказание за Алакачу было всего 3 года лишения свободы. После 2012 года сроки вроде повысили, но если посмотреть, то за принуждение вступления в брак девушки, которой не исполнилось и 17 лет, преступник мог отделаться штрафом либо исправительными работами. Кто вообще знает, что это такое? Либо ограничением свободы до 5 лет, то есть может 1 год, а может и полгода, в зависимости от того, как договорятся. При этом я подчеркиваю, речь идет не о лишении свободы, а об ограничении, а это 2 огромные разницы. Во-вторых, не оставлять лазеек в виде штрафов, исправительных работ и большого пространства для коррупции в судах, в правоохранительных органах. Все расписано конкретно. Так что по новому кодексу за похищение 15-летней девочки этот Мирбек сел бы на лет 10. Повторюсь, угроза наказания – это лишь один из факторов, который может повлиять на искоренение проблемы. Но один из важнейших, я думаю, это очень важно, что касается не только девушек, но всех и каждого.